Доставай, Чира. Кот, ты не уходи, Барон, понял? Сиди. На самом деле, сколько мы с карасями будем возиться? Нет, я просто сейчас это снять его. А потом уберу, потом опять уберу. Да? Импровизация, да. Нет, ну да, нормально, как лежит. В общем, просто готовим у нас экспозицию для стартового кадра. Чира, потому что он, нужно будет ему полежать перед тем, как его чистить, но не так долго, пока будем заниматься карасями. Мама! Ну что, друзья, мы вас приветствуем в Сосновом Бору, дома с мамой, с папой. Здрасте. Всем здравствуйте. Сегодня у нас 29 января, скоро я возвращаюсь через недельку уже обратно в Якутию. И вот по многочисленным просьбам, помните, когда я приезжал из Якутии, я привез Чира, карасей якутских, и многие зрители расстроились, что я не показал, как мы его едим. А не показал, потому что мы его так и не поели. Мы ждали какого-нибудь особого случая. В Новый год как-то было не до этого, и вот мы вас услышали и решили на ваших глазах, собственно, пожарить сегодня карасей. Попробовать правильно их почистить, потому что с этим делом... По-якутски. По-якутски, да. Я сегодня папе показывал, как это делается. Ну вот маме заодно покажем, ты еще не видела. Да. 4 карасика, да, осталось у нас? Ну, без меня мама жарила, тут кушала, но чистила не по-якутски, да? Да. Как она привыкла. Ну, собственно, и самое важное, это строганинку сегодня. Наконец-то мама с папой у меня попробуют. И я с удовольствием поем, потому что, если честно, я последний раз ел уже готово, а вот именно чтобы сам строгать у меня давно. Я разучился, сейчас буду заново учиться. Якутских ножей у нас нет, у нас есть вот такой филейный мамин супер острый нож, да, он прям острый. Да. Ну и папа говорит, еще вот у него где-то мора, да, наточенная. Ну, в общем, это отдельно. Вот, Чира пока уберем. Да. Пока начнем с карасиков. Карасей, давайте. Поехали. Снова бумага. Так, вот добрались до карася. Ой, хороший, даже холодненький еще. У нас такая чистилка есть, такая, не знаю, попробуем, как якутский карась будет чиститься вот этой нашей чистилкой. Мы ее чистим в воде, чтобы шкурка, чтобы чешуя не летела. Папа у меня рыбак, еще тот. Рыбы перечистил много, да, за свою жизнь. Я вот все хочу в Якутию тебя забрать. Вот в Якутию с удовольствием. Как на рыбалку, это ж просто мечта. Ну, отпуск мечта, не получается, да, у нас? Да, никак не Никак. можем совместить отпуска. Какие ты экземпляры ловишь вот по весу? Щуку, например, там сколько там? 3-4 килограмма, нет, да? у нас сейчас здесь щук хороших мало стало. Да? Так, в основном килограмм, полтора. А за том году 3,5, что ли, было. А в Якутии с мужиками плывешь, они на 7 килограмм вытащили, а нормально, что-то. Ну я тоже, у меня слюнки текут, Вот, когда да. я вижу это видео, у меня слюнки текут. Сейчас зимой корюшка. Корюшка Вот у же, нас, да. Зимой корюшка. Папа наловил на днях корюшки, даст мне с собой замороженные. Так, вот корюшка. Вот. Ну, Я тоже- всегда дату пишу, чтобы знать срок годности рыбки. Когда была Чтобы поймана. старую не кушать. Класс. Вот я на таких подложках замораживаю. Мгм. Она аккуратненько все. И пахнет огурчиками, да? Запах обалденный. Корочка, да. Ну, как ряпушка, кстати, чем-то похожа на ряпушку. Я когда в Якутии ряпушку купил первый раз, мне она с запахом свежести напомнила. Да? Хорошая была ряпушка. Ну, возьмешь с собой. Ага. Ну что, теперь начинается самый сложный процесс. Это достать желчь, не повредить ее. Я поначалу резал с этой стороны, и вот видел, что так режет, но мне потом сказали, что нужно все-таки с этой резать. Где-то вот за плавником, где-то между вторым и третьим ребром. Вот тут, мне кажется. Аккуратненько надрезаем. Так вот раз. Острый, аккуратно. Нож хороший, да. Потом, кстати, я этого в одном только видео увидел, один мужчина показывал, что он протыкает вот так вот, оп, желчный пузырь, чтобы... Ой, не желчный, да, этот воздушный пузырь, чтобы он давление там не создавал. И потом, говорит, аккуратненько Еще чуть ниже можно. кишочки подцепляем. Вот. Мне этот метод понравился, кстати. Вот он подцепил кишку, вот так вот кусочек, с края вот отсюда как-то так вот раз. Потому что, говорит, желчь где-то вот тут, в этом месте крепится. И за кишку потянул. Ой, что-то она плохо тянется. Вот. Ну давай, вылазь. Застряла. Давай. Оп. Во. Есть. Шарик Целый. вытащил, целый, да. Ух ты, это... Надо вот просто взять там 20-ку карасей, перечистить, и мне кажется, руку набьешь. Желчь в сторонку. Кишочки я бы оставил вообще все внутри. На самом деле, вот так вот.
Мы с ними пожарим вот жир. Да, ну вот да. где-нибудь там. Так. Люди-то, кто умеет, так не делают, как мы сейчас ковыряемся. Просто палец так засовывает и вытаскивает на пальце желчь. Мне показывали девчонки. Что-то оно плохо идет. У меня так получалось, но не всегда. Вот. Она это, да? Да. Аккуратно, все глубоко не надо, видимо, он там. Ну ты успел? Давай рискнем оставим, да? Ну, я его взял. Где он? Может быть, он чуть-чуть и лопнул. Делаем надрезики. Ой, хвост отрезал. Кстати, Александр Сергеевич и Ольга Ивановна. Я что-то мама-папа, а так по имени и отчеству не представил, да? Брызнем лимончиком. Так вот. Вот перчик, который я сама в ступе измельчаю, чтобы он был ароматный, вкусный. Горошек, да, Готовый никогда не покупаю, только из горошка делаю. Ну ты пальцем, может быть, лучше. Не, вот так, я пальцем не люблю. Соли, перчика чуть-чуть, мы вот так вот Пусть делаем. немножко полежит. Отдельное внимание хочу уделить сковородке. Этой сковородке уже очень много лет. 40 лет. 40 уже? 40 лет, почти 40 лет. Чугунная, настоящая. Куплена еще в 80-е годы, в начале 80-х. Конечно, она в ужасном состоянии, но я попыталась ее почистить, почистила, и стало все пригорать. Теперь я ее не трогаю. Она вот такая вот и есть. Пока не чистится, Вот, она нормально да, работает. да, вот она, в ней ничего не пригорает. Рыбку в ней жарим, котлеты и все, блинчики. Хотя много современных сковородок, много всяких современных, всяких, но это незаменимо. Маму заражу, будет фудблогером. Уйду на пенсию, работать не буду. Будешь снимать. Стану блогером. Люди любят про еду смотреть. Да, готовить я очень люблю. Мама очень хорошо готовит, да. Любые блюда, хоть выпечка, хоть мясные, хоть что, для меня нет никаких проблем. Все быстро осваиваю, но и только единственное у меня минус. Я не люблю пробовать блюда. Никогда практически не пробую. И любые блюда я все равно на свой манер. Как мне кажется, надо что-то убавить, что-то прибавить. Это у меня всегда импровизирую, короче. Вот от кого у меня это, да? Да, импровизация у меня всегда. Рецептов Я четких тоже так нету. всегда. И даже я пробовала четко по рецептам и сделала вывод, что все-таки мои рецепты лучше, когда я вношу свою лепту. Это интуиция. Хотя, конечно, на этих металлокерамике не рекомендуют чугунные сковородки, специальная посуда, но... всё Это прекрасно. наследство невестки, приданное, да? Это невестки, да, невестка, когда появится, мы очень ждем невестку. Когда она у нас появится? Ждут, да. Пока нет. Пока сковородка у Пока в мамы. ожидании. И внуков ждем. Чем больше, тем лучше. Баран. Это наш котик, он всегда с нами. А куда ему деться? Он же дома сидит. Такой флегматик у нас. Барон, кс-кс-кс. Я определяю, когда сковородка нагрелась, потому что как идет запах. По запаху По определяешь? запаху. Пошел запах масла, и все, сковородочка нагрелась уже. Вот. Запаху масла. Ну, конечно, можно водички капнуть, но это Спичку кидают могут обычно. быть брызги до потолка. Да. Нет, спичку я вот видел в деревне, мне кто-то Да, вот. жарили эти Да. пирожки. А я определяю вот запахом. Запах пошел, значит все готово. Все, карасики жарятся. А чтобы брызги не летели, накрываем сеточкой. Я, когда жарю котлеты, мясо, если жарю, рыбку, я всегда добавляю чесночка у маслицы, вот так. Масло, да, он Масло, аромат такой чеснок, дает. и тогда масло становится ароматным. Вот так вот. Но когда чеснок подрумянится, надо его убрать, чтобы он не пригорел, не сгорел и не дал запах гари. Вот так мы его убираем, когда румяненький. То есть он буквально минуту полежал. Ну, чуть-чуть, да. Все, он аромат свой отдал и остается убрать его все. А есть можно сейчас его таким? Да, можно чуть-чуть. Уже. А если его... Они вкусные. Переворачиваем. Я думаю, что уже... О! Ну, там не забывай, что внутренности, поэтому надо так. Мы свою зелень замораживаем. Петрушку, укроп, кинзу, лук зеленый. Все замораживаем и кушаем все свое. И вот я люблю добавлять блюда всякие, зелень. Украшеньки прям. Просто как украшение посыпаю. Вот так всегда. всё. Добротно, давай прям так. Ага. Пошли.
У него плоская морда, он требует в кучку собрать его. Да уж, кот, конечно, ущербный чуть-чуть. Давай, пап, чиро доставай. И куда-нибудь его кладем подтаять. Вот так на тарелочке, Можно так. чтобы красиво было. Пока пусть так, да? Да. Сейчас дилемма. Ждем. Не понимаю до конца, сколько нужно его, чтобы он оттаял, чтобы нормально шкура слезла. И вроде передержать не хочется, и уже у нас слюнки текут. Ну, ждем. Жди, Игорь сказал, жди. Барон ждет, да. Сказал, жди. Что я могу сказать? Барон, ждем же все вместе. И ты жди. Как Так. два кота, которые Вы сидите, рыбу ждете, да? рыбу ждем. Три кота. Три извиняй, кота, Баруш. Баруша. А Баруша, где твой извини. Бора, пап? Ты убрал его, да, или где-то тут? В общем, якутского ножа нет, будем пробовать этот мамин филейный, сравним, он очень хорошо наточен. Либо вот папин такой походный нож, тоже хорошо наточен. Для начала нужно вот филейным, не вот этим, обрезать вот так нос. Знаете зачем? Угадайте, мам, пап. Чтобы... Чтобы поставить хорошо, пожалуйста. Ровно поставить. Да. Плавники уже срезаны. Ну, так я купил, я смотрю, уже срезанные плавники. Значит, попробую по понтовому. Можно, в принципе, стругать. Я первый раз, когда делал, я вот так стругал, просто снял шкуру и все. Ну, там с кусочками мяса. Можно по-грамотному. То есть сейчас надо прям вот как бы сделать надрезы. О, какой острый, хороший нож. Да, вот так вот по спине надрез, по животу. Да, как-то вот так, чтобы она снялась. Ну, было бы, конечно, круто, если бы я сейчас вот так вот на нож намотал. Сейчас попробую подцепить. Это самый, типа, крутой способ, наверное, да. А точно без хвоста надо? Вот. Я, кстати, по-моему, отсюда делал. Это я у кого-то увидел, что с хвоста меня это сейчас ввело в заблуждение. Я, по-моему, делал с головы все-таки. Да уж, это, конечно, нужен опыт. Тут ничего не говорю. Наверняка люди, знающие, будут смотреть на меня. Зачем ты так делаешь? Как кто так делает? Ну, я так делаю. О, Вот она, видишь, что-то пошла отрываться шкурка. началось, да? Раз. Что-то началось отрываться. Ну-ка, еще. Импровизируем, как обычно. Раз, раз. Вот, хорошо. Даже на нож не надо наматывать, это Эх, вот так вот. вот, со Так, всех сторон. Вот. вот хорошо. Давайте строгаем все. Подожди, вторую потом, да? Да, да, ну она уже, он уже тает, уже есть А. надо. Мы передержали все-таки чуть-чуть. Видишь, я забыл, как Как это его делать. есть? Ну, вот так и ешь. А куда вмакать? Прям- Прям целиком вот так? Соль, перец, да, С макайте. хлебом? Да, да, да. Рассказывайте свои ощущения. Ой, нашим зрителям. вкусно. Так, филейным хотел попробовать. Как? Ну, да. Очень Конечно. вкусно. Интересно, да. Ну, все-таки вот я якутским делал, другое дело. На самом деле, якутский, вот что-то в нем такое есть особенное, что он... На тарелку собирайте, то, что я Чудесно. строгаю. Вот так вот. Вот. Красный это жирок тут хороший. Ладно, едим, да, потому что он сейчас уже Да, да. растает. Надо быстро. Да, нормально, вкусно. М-м-м. Очень вкусно. Вкусно. Первый раз в жизни ем. Какие наши годы, мам? Да. Конечно. Сейчас быстренько скушаем. Приятного аппетита. Как я люблю строганину. Что здесь вот у него прям... Да. Я думал, ну, я не ожидал. Я думал, будет что-то другое. Вот да, я когда вот первый раз пробовал, я прям удивился, Очень вкусно. что у него такой вкус обалденный. Блин, уже все растаяло. Быстро, быстро едим. Ладно. Подожди. Так, ну что, карась пошел теперь в ход. Да. Немножко отдохнули. Немножко пробуйте. отдохнули от строганинки. А ты пробовал карасева? Еще нет? Ну, попробовал чуть-чуть Я уже съела 4 карасика. тихоря, но мне очень понравился карась. Вот расскажите свое впечатление. От нашего Ага. карася отличается... Это вообще другая рыба. Да. Это другая рыба, да. Это Нету- другая рыба, да. Нету привкуса и запаха тины, совершенно нет. Да нет, И вкус. какой, У меня и вкус такой, он как сладкий. Другой вкус, да. Да, он как сладкий. Я же когда в Якутию приехал, мне все говорят карасей, карасей. А у меня такой вот, ну, из жизни осталось, что да что карась-то, что там карась. И я вот даже вот не пытался его попробовать, полгода, наверное, не пробовал карасей. Ну, вот я точно не помню уже. И только потом, когда я в гостях был, это в Тихтюр мы ездили, как раз в деревню в Тихтюру, там к Илюхе.
к его родителям, они там, я там начал их есть, и одного за одной, Не, ну, как семечки начал очень есть. вкусно. Ничего себе, это карась, они как увидели, что я ем, они мне там пакет собрали, домой еще дали, там кучу карасей. А я штук 10, наверное, вот так вот за раз. Не, ну, он мелкий, наверное, чуть поменьше был. А вот этот, был мелкий. Да, этот средний карась вообще, ну, очень вкусный. Мгм. Очень вкусный. Я еще удивился, когда был разговор, что из него делают уху. Я там... Папа еще говорит, да, я думаю, из карася какой уху. из карася уху-то? А оказывается, наверное, да. Я беру свои слова обратно, был неправ. Ну ты То есть, да. очень не пробовал, но вот Да. я папе объяснил, Не, что... ну вот я по вкусу карася очень вкусно. Короче, ни один карасик у нас не пропал. Мы их Все, вот, да. все приготовили. Один только случайно остался в холодильнике. Ну, потом я его съем. Мама отдельно съест. Ну что, всем приятного аппетита. Да? Всем приятного аппетита. Ну или нам, или всем. Может быть, кто-то смотрит нас за ужином, за обедом, за завтраком. Мам, пап, как вам? Якутский блюдо, Строганина да? вкусная, караси очень вкусная. Давайте подытожим и будем Да. дальше кушать уже. Да. Становится очень вкусно. Короче, да, вот. хочется поехать в Якутию, Мгм. все это увидеть. Там, воочию, попробовать. Попробовать, На месте. И увидеть. вообще увидеть Нет, Якутию. поймать сначала. Сначала Поймать, да. поймать. Мгм. Поймать. Понимаете теперь, почему мне там так нравится, да? В том числе там это маленький элемент Якутии, всего лишь там вот мы 2 блюда попробовали. А там столько всего, разнообразие Алло. огромное просто всего это. Ну что, ладно, будем кушать? Давайте. Всем пока. Пока-пока. Спасибо, Якутия, за карасей. Мама с папой даже зимой приезжает поработать на дачу. А Игорь, я же в фитнес не хожу в зал. У меня это фитнес-клуб. Калории сжигаешь, да? Виноград посадили. Давно уже, да, виноград здесь у нас? Ну, там уже года 4, наверное. 4. Он так неплохо вызревает, но доходит. Папе лопату не отдает. Я сама люблю это дело. Никому не отдам лопаты. Ну, мне, кстати, тоже нравится с утра проснуться и так вот зарядка с лопатой побегать, подышать воздухом, и все хорошо. Ну вот завтра почищу еще. С утра почистить. Сегодня уже не до снега. Кошек штук 8 бегает. Вот эту мама с папой выходили. Она тут на участок приползла полуживая. Отвезли к ветеринару, укол сделали. Дома здесь, потом еще на даче жила неделю. Еще таблетки, там уколы. Выжила. Теперь вот с благодарностью приходит. Ну и покушать. Хотя она не особо ест вот это вот. Она как бы есть особо не просит, она просто тут как бы вот... Я вот положила, она все равно дочке своей. Вот ее дочка черная, дикая. Вот она ей все время еду оставляет. Мама сама ей укол делала, да? Спасли мы ее, она больна была смертельно. Худая, не двигалась. Мы ее спасли. Вторую, а другая со сломанной ногой, да, приползла к А нам? та со сломанной ногой машина, видно, сбила, она к нам приползла, мы ее тоже выхаживали. Недели 2 она нас сидела в коробке, кормили, уколы. Я колола ее целую неделю. Ягодицы, да? Да, после работы, в 6 часов с работы приезжала в город. Сюда ехала на автобусе, папы не было дома. А, Укол делать ей. Целую неделю кормили с пипетки. это ту, которая жиденьким. ногу сломала, да? Которую ножку сломала, она же не ела ничего. Из пипетки кормила жиденьким, водичку заливала ей. Все. Балерина, да, ее назвали? Балерину мы ее назвали, потому что ножки высокие у нее, такая худенькая. Так что вот так вот мы спасаем диких животных. Летом здесь дачников очень много, а зимой ему уже тяжеловато. Ой, кисонька. Мгм. Такая ласковая, хорошая. Иди сюда, киса. Ну это самая такая домашняя наша. Она же живет у соседа, да, он там ей домик сделал. Как заяц прыгает по снегу. А? Ну что ты? Кормушки навешали. Везде висят. Наполнили. С землей нравится вам, да? Работать на даче. Да? А я когда тут жила, я не любила вообще. Ну я слышал не раз, и вот что вообще не любила. умиротворяет, да, когда вот так вот, А ну, сейчас какая-то вот, да, а сейчас люблю. какая-то энергия от... Растения, вот это все живое. И вот наблюдаешь, как растение. Вот ты семечку берешь, сажаешь, и семечки вырастает что-то. Вот это просто кайф. Это Мгм. невосполнимый. Сейчас с нетерпением жду, когда уже буду сажать рассаду. Уже перчики скоро высаживать. Уже скоро, да? Да,
уже февраль, вот в феврале уже. Ну, это вот созидание, это оно. Ну Человек да. создан, чтобы созидать, поэтому Да, да. это приносит удовольствие. Поэтому дай бог, чтобы здоровье не подкачивало и все. Ага. Здесь же все пусто было, да, полностью Здесь все. вообще болотина было. Болото, да, тут деревья все Тут высажены. дренаж такой сделан, несколько машин ПГС засыпано. Игорь, убирай. Да, тут с края поставь. Да, я ещё. Поэтому здесь вообще болото было, я даже не думал, что мы превратим. Мы буквально за 2 года превратили, да, вот в участок. Да? Года за 2. Ну, когда соседний вот этот выкупили, да? да? Вот так купили, когда вот работали и все. Ну, вот я уже в роликах рассказал, вспоминаю, да, что у нас же только тот участок один был, Да. где дом, теплица и все там. Вагончик стоял и все, да? Не, мы природу любим. Вот Относимся почему я люблю, да? бережно Все-таки это к природе, к птичкам. Семейно, Ты да. говоришь, птичку жалко, нам тоже жалко. И птичка. кошек вот жалко тоже. Да. Собака к нам тут бегала соседская, мы все время кормили, а потом они забор сделали, она перестала бегать. Тоже постоянно здесь жила у нас, на кормежке была. Он Ну птица всё. сейчас лопату Ой. выронит. Все, Ну нет, ты замерз? интервью закончили, поехали. Нет, ты еще Нам еще немножко. в банк надо зайти. А зайди, в банк возьми. Игорю надо заниматься. А, Игорек, мы тебя отвлекаем, да? Да нет, нет, Ну ладно. не сильно. Все. Всё, Игорек. Летом бы приехать на дачу сюда вот надо будет. Вот Так давай летом. Ну, как мне выбраться? да. Хотя бы просто- с С недельки на 2. лопатой. На Нет, 2 ну, недельки. Но летом, когда клубника будет, Игорек, на клубнику, потому что клубники, тьфу-тьфу, дай бог, у нас всегда много. Июнь, От души поесть. Нет, июль. июль, да? Июль. Ну, даже Ну, у меня вечно в июле какие-нибудь путешествия. А, ну понятно. Ну, так замороженную ешь тогда. Мороженое ем, Да, да. вот замороженное. Да. Ты взял замороженное? Нет, еще. Ну, сейчас будем собираться. Все, подожди. давай собираться, пошли собираться. Всё. Ну, все, спасибо, собираться. Давайте, собирайтесь. Пошли собираться. Пойдем маму подгонять. Вот это мой домик. Вот это вот розы у нас цветут. Вот это будут яблоки. Фасоль. Вон там баня. Панораму дадим, если видно будет. А вот это тепличка. Помидоры висят. Здесь перчик растет. Ну, все, Игорек, давай. Пока. Давайте, да. Поехали, заканчивай свой фильм, давай побыстрее. Поскорее. Ну. Нам тоже хочется его увидеть. Закончу, да. Давай, удачи. Постараюсь не тянуть сильно, но уже как получится. Я кошек не подкачиваю. Мама, похоже, отсюда не уедет. Да? Телефон в банк нет. Все, Игорь, пока. Пока. Давай. Киса, она провожает нас. Кисуля. Ну все, пока.